Здесь тоже Мариуполь, да? Да. Вы когда туда выехали? Именно с Мариуполя уехали, получается, числа 20-го. 20-го, да? И тоже ранили? Да, осколочное ранение. Осколочное ранение. Да. А еще кого не ранили? Да, у меня старший сын, у него тоже осколочное ранение в руку, в ногу, но у него легкие ранения в мягких тканях, будут осколки носить. Как ребенок себя чувствует сейчас? Плохо он себя чувствует. Температура есть? Нет, у него сейчас температуры, ему надо делать операцию, все. Понятно. У него переломся, смещение. А как это случилось? Вы на выходе, да, с Мариуполя это произошло? Нет, или как? это было 11 числа, мы вышли кушать, приготовить с семьей. Брат мой вышел, старший сын, костер распаливали, кушать приготовили. Мы вынесли им воды принести, поднести воды, просто было тихо, спокойно. И произошел взрыв, и брата моего сразу убило. Мы стояли с Денисом за ним, как раз мы к нему подходили, вот он к спине его подошел. Сын получил осколочное ранение, и там сапог ему разорвало, и вот в ноге много осколков, еще 4 надо вынести. Она была раненая. Она раненая даже была? смогла дотащить, она не сразу трещина погибла. была небольшая. А после она в дом зашла, да? Да, Она да. успела. Успела в дом зайти. И вот И меня дотащили. дотащила. А там были еще люди? Да, тетя Там- Вера вот была, да? И еще две. Ее мама тети Веры. А ты видел, как твоя мама умерла, да? Да. Ее, значит, есть люди, которые знают, Да. где она. Тело должно быть опознано. Да. Опознано тело, значит. А может быть, ее даже похоронили. Да. Может быть, да. Там вот Вот это узнавать надо у людей узнать. Да, надо. мы обязательно постараемся узнать. Потому что этот его-то момент. забрали. Как тебя зовут? София. София, ты же мне вчера сказал, София. София, сейчас же лучше, да? Ну, сейчас Намного. Потому что оказали помощь нам врачи, но просто нет там ни медикаментов, ни снимков, не было ничего, ей было. Понятно. Пошло как бы загноение. А как-то правильно. препараты все сейчас есть у Ну, вас? сейчас То, что вот нужно есть? обеспечивают, да. Обеспечивают? София, поправляйся быстрее. Я надеюсь. А фамилия какая? Нет, Бабенко. Бабенко София, да? Поправляйся быстрее. Меня зовут Мансур. Я с Грозного. Слышал, такой город есть? Нет? Нет, я еще не знаю. А ты возьмешь, зайдешь в Google, посмотришь, есть такой город Грозный. И когда она вылечится, вот как ты вылечишься, скажи маме, что тебя в гости к нам привезла. Мы вас встретим, покажем вам город. У меня есть дочка, она, кстати, вот твоего возраста. Ты в каком классе? Вот видишь, моя дочка тоже. Она будет рада видеть тебя. Приезжай в гости ко мне. Ладно? Так что, а там у нас очень красиво. Здоровья вам. Здоровья. Мы всячески будем помогать. И мы сейчас держим вопрос на контроле. Вчера нам Зам Ахмадович Кадыров нам поручил, мы надеемся, вам передали конверты с деньгами, денежными средствами. Так что все, что нужно, этой больнице будет оказываться, помощь, я надеюсь, и дальше. Так что вопрос будем держать на контроле. Сейчас нормально. Вот после удалили осколок, в принципе, но еще полностью не проснулся. Понятно. Тоже Мариуполь. Да, а мать есть рядом? Нет, он один. Мама находится тоже пострадавшая в микрохирургии конечностями тоже. В соседнем отделении. Да, а когда их вывезли? Когда они поступили к вам? Да сколько? Они поступили в воскресенье, и в этот же день произошел обстрел. 3 дня назад. Они тоже выходили, наверное, да? Я с этой колонной скорых ехал с Мануша в воскресенье. Колонны целые забирали. С колонны В воскресенье во второй половине дня. Вы уже привезли поздно вечером. Да, мы вместе выезжали с Мариуполя, да. Валера, сейчас все закончится, придешь в себя, все будет хорошо, Валера. Ладно? Не переживай ни за что. И с мамой, и с тобой все будет хорошо. А есть братья у тебя еще есть? Братья. Они где? В Ростове, да? Мы не найдем. Все понял. Отец. Убил отца? Не плачь. Не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь, все будет хорошо, не плачь. Просто больно слушать это все. Эти истории вообще, как у меня сердце разрывается, когда я слушаю эти истории. Не плачь, все будет хорошо. Не переживай, занесите его. Успокойтесь. Сейчас мама покажет.
красивый ребеночек. Как тебя зовут? Как? Кирилл. Кирилл, как ты себя чувствуешь? Нормально? Ты кушал сегодня? Да, что ты кушал? Забыл? Что давали? Кашу молочную. Любишь кашу? Да. Молодец. Здорово. В садик ходишь? Да. Молодец. Невеста есть? Нету? Есть невеста в садике? Нет. Нет? Ну ничего, все будет хорошо. Что с ножкой? Поломано. Пальчики можешь двигать? О, молодец, двигает пальчики. Огнестрельная? А что? Это была случайная пуля? Нет. А что? Мы обстреляли нашу машину. Машину обстреляли. Вы выезжали, да? Да. И сзади был огонь открыт. Ну, они видели, что там дети, у нас было на машине написано, что дети, и просто нас обстреляли машину. А это были украинские солдаты? Да, они на украинском языке кричали, чтобы мы возвращались туда, откуда приехали. Вот видите, мы видим, что в этой ситуации они не давали беженцам выезжать, понимаете? Это очень страшно. Мы потом прибежали, где стояли ДНР, они нас забрали. Забрали, помогли вам солдаты ДНР. Да. Да.